Война в Украине. Последствия для Таджикистана. В Кыргызстане отменили показ фильма про Донбасс. Туркменистан. 15 суток за хлеб. С момента вторжения России в Украину экономическая ситуация в Таджикистане резко ухудшилась. Жители страны жалуются, что цены стремительно растут, а доходы населения падают. Люди в отчаянии и не надеются, что, оставаясь в стране, им удастся устроиться на такую работу, плата за которую покрывала бы потребности семьи. Собеседник Хабархой из Худжанда утверждает, что покупательская способность населения страны очень понизилась. У моего знакомого есть пекарня. Раньше он ежедневно продавал от 800 до 1000 лепешек в день, а сейчас продает максимум 600 лепешек. Другой знакомый владеет точкой на вещевом рынке и говорит, что такого спада торговли еще не было на его памяти. Малый бизнес, в том числе рынок услуг, еле выживает. Многие предприниматели сворачивают свою деятельность. Основная масса населения озабочена тем, чтобы уехать на заработки за границу, рассказывает он. В свою очередь, таджикские власти принимают так называемые антикризисные меры, которые, впрочем, никак не улучшают ситуацию. Дело в том, что Таджикистан импортирует практически все. Это пшеница, масло, детское питание, техника, одежда, строительные материалы и многое другое. Все эти факторы делают экономику страны уязвимой от внешних обстоятельств, политической ситуации в других странах. Такое положение возникло благодаря двум фактам. Первое – это целенаправленное формирование русскими колонизаторами искусственных, мелких, несамодостаточных и несвойственных для мусульман национальных государственных образований в регионе Центральной Азии. Второе – это узурпация власти в стране кланом Рахмона в течение почти 30 лет. Правительство вместо развития производственного цикла в стране занималось строительством красивых зданий в Душанбе. Под общественным давлением в Кыргызстане отменили показ российского фильма о ситуации на Донбассе. Ранее при поддержке посольства России в Бишкеке фонд «Русский мир» хотел провести показ фильма «Донбасс». Однако активисты в Бишкеке требовали от Министерства культуры Кыргызстана лишения пропагандистского фильма лицензии на показ. В конечном результате активисты все же добились запрета на показ фильма. Ранее активисты заявляли, что в освещении событий в Украине Кыргызстан остается под влиянием российского информационного поля. После этого торгово-развлекательный центр «Азия Молл» в Бишкеке отказался от показа фильмов. Активист Айбек Турдалиев называет показ российских фильмов о войне в Украине проявлением российской пропаганды. По нормам никаких нарушений нет, но речь идет об однобокой пропаганде. Цель этих фильмов – показать правду России. Они показывают исключительно позицию Москвы, то есть ложь. Делать вид, что это не так, показать, что у нас нет своей позиции. До каких пор мы будем бояться? Если они снимут фильмы про Херсон или Мариуполь, мы это тоже покажем, говорит Турдалиев. Теперь о ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народов. Напомним, что страны Центральной Азии по сей день остаются главной зарубежной ареной для российских СМИ и даже российского телевидения. Режимы этих стран создали все условия для российских СМИ и телеканалов, чтобы последние могли свободно распространять свою информационную повестку в регионе, а для массы людей российские информагентства являются основным, если не единственным источником получения информации о происходящем в мире. Всего наши подлодки способны выпустить более 500 ядерных боеголовок, что гарантированно уничтожают США и все страны НАТО в придачу. Это по принципу «зачем нам мир, если в нем не будет России?». С ухудшением ситуации с нехваткой муки и хлеба в государственных магазинах Туркменистана власти в Ашхабаде вновь усилили контроль за продажей хлеба. Об этом пишет радио «Азатлык». В данное время сотрудники правоохранительных органов пытаются выявить граждан, покупающих больше положенного количества хлеба. Для этого они используют видео- и фотофиксацию. В эти дни сотрудники полиции ходят по государственным магазинам и ведут фото- и видеосъемку стоящих в очередях жителей. Они предупреждают покупателей, что тех, кто будет пытаться купить больше положенной нормы хлеба, арестуют на 15 суток, рассказал 21 апреля житель Ашхабада, пожелавший не называть своего имени. В государственных магазинах Туркменистана каждому гражданину отпускают в зависимости от региона по 2 или 3 буханки хлеба.
Участников одна лепешка стоит 5-10 манатов, тогда как в государственных магазинах буханку хлеба отпускают по субсидированной цене в 60 тенге. В последние годы на фоне ухудшающейся экономической ситуации и высокой безработицы большинство семей в Туркменистане стали зависеть от субсидированного хлеба. Несмотря на утверждение о перевыполнении государственного плана по производству пшеницы, власти страны уже много лет испытывают серьезные трудности в обеспечении населения мукой и хлебом. Перед государственными магазинами выстраиваются огромные очереди.